Один из праведников сказал: «Человечность, по нашему мнению, оказывать благодеяние тем, кто лишил нас, прощать тех, кто притеснил нас, сохранять добрые отношения с теми, кто прервал их с нами, делать добро тем, кто причинил нам зло». Из книги «Благонравие праведников» муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Вот трасса. Вот оттуда они пришли. Вооруженные более 1000 человек. Сейчас дальнейшее развитие событий в Дагестане может предсказать каждый, от генерала до простого ополченца. И прогноз будет один. Эта война так скоро не закончится. Если Бутлицкую операцию назвали победной точкой в разгроме бандформирований, то теперь, во время боев в Кадарской зоне и на Валахском районе, федеральное командование более сдержано в формулировках, поскольку все понимают, что бандиты из Чечни могут зайти в другие районы Дагестана. Имам района собрал всех жителей Ботлиха, Тлоха. Мы ушли, а наши дома были разрушены. Дедушку звали Абдул-Карим, погиб здесь во время событий, остался здесь, не согласился уехать отсюда. Сколько бы ни уговорили, их, наверное, можно назвать героями, которые здесь, защищая Родину, оставаясь здесь, погибли. Тогда был Дагестан очень слабый в политической форме. Поэтому Шамиль Басаев использовал этого. Они вошли в Дагестан. Они не только вошли в Дагестан, они хотели завоевать прикаспийское государство. «99-й год был очень сложным годом для муфтия республики и для муфтията в целом, потому что на религиозной почве были попытки втягивания этой республики в войну. Необходимость была четкой позиции, определенной позиции муфтията. Я осмелюсь несколько слов сказать об этом Ахмаде. Сегодня, если мы поднимаем кандидатуру этого человека, просто если у этого человека хватит решительности взяться за эту работу, мы должны все, чем сможем, отблагодарить этого человека. В такое тяжелое время, такой тяжелый момент. Для муфтия, конечно, взять на свои плечи пост муфтия республики в очень сложный период. Период, когда муфтиев не понимали. Период, когда муфтиев готовы были убивать. В Махачкале 21 августа 1998 года на территории Джума-мечети с использованием радиоуправляемого взрывного устройства совершен террористический акт в отношении председателя Духовного управления мусульман Республики Дагестан, муфтия Дагестана Саид Мухаммед Хаджи Абубакарова. Саид Мухаммада очень много критиковали, и я не считаю себя лучше него. Но если вы посчитали меня достойным, то я готов. Через день, понимаете, какая-то тяжелая ситуация после того, как кусками после взрыва куски могли искать на территории километра. Везде на крышах, где бы ни были, эти куски собирали, мешок
и похоронили. После этого, через следующий день, чтобы республику не оставить без лидера религиозного, шейх Саид Афанди и все ученые Дагестана собрались, назначили Ахмада Хаджи Абдуллаева муфти. Он мог бы отказаться, но в тот момент его отказ считался как бы предательством. Спустя год после выборов происходят в Дагестане известные всем нам события, вторжение вооруженных формирований. Этот период, когда требовалось от муфтия республики мобилизации всех, очень важно было не удержать эту волну, эти настроения людей под контролем. Почему? Потому что необходимо было показать, что весь народ выступает против. Помню, как муфти Дагестана, председатель духовного управления Дагестана шейх Ахмад Хаджи одел военную форму, тем самым показать сплоченность, солидарность. Те ополченцы, которые именно были от духовного управления, они, конечно, когда приезжали, рассказывали то, что им было сказано муфтием, передавали, что мы приехали с оружием в руках вас поддержать, быть рядом с вами до конца. Вот тогда слово и призывы это Ахмад Хаджи, который призывал народ к единству, бороться против Шамиля, делал свое дело, остановил Шамиля. Вот это очень важно было, очень важно. Боевые действия в Дагестане закончились. Однако уверенности в том, что закончилась война, здесь нет ни у кого. Хаттаб и Басаев хорошо понимают, что после двух жестоких поражений в Ботлихе и Новолакском, а также после разгрома их сторонников в Кадарской зоне, новый прорыв в Дагестан может привести их к полному разгрому. До того, как было вторжение в 1999 году в Дагестан, очень долгое время проводилась такая агитационная, просветительская работа еще с начала 90-х годов. Оказывали определенное воздействие на умы молодежи, на молодежь, которая была вообще не просвещена и не готова к тому, чтобы знать, они говорят истину или нет. Внимание, всем закрепиться, наблюдаем, работает трактор, 15 вперед. Огонь! На мой взгляд, основная задача муфтия Республики Дагестан – это дать людям просвещение, чтобы они могли отличать ложь от истины, обман от правды. Задача – это не только просвещать людей в мечетях через мимбары, для того, чтобы до каждого человека достучаться, для того, чтобы донести информацию в каждую семью, необходимо использовать современные средства массовой информации. Газета, просвещающая федерального уровня, которая доставляется в каждый дом. Был сделан акцент на радиостанцию «Ватан», телевидение, сайты. Вся работа проводится для того, чтобы каждый житель республики, у него не было уважительной причины сказать, что он не слышал или до него не донесли. Если нужно единство, если мы хотим единства на уровне Дагестана, всем дагестанцам надо друг друга любить. Так оно и будет, иншаллах. Бедная женщина. Мамочки. Он еще там убил. Быстро скорую можно к церкви? Сегодня из Дагестана приходили срочные новости. В Кизляре обуверены люди, праздновавшие Масленицу. Убито 5 человек, ранены 4.
Люди бежали в храм и кричали: там людей убивают. Я остолбенела, поворачиваю голову в храм и вижу, батюшка кричит: Раиса Федоровна, закройте дверь. Начался в храме переполох, крики. Я вышел на эти крики. Люди сказали, что там человек с ружьем ходит и расстреливает. Уже нескольких человек убил наших прихожан. Назвать этого человека верующим или мусульманином, который пошел на такой поступок, я думаю, навряд ли кто-то сможет назвать его верующим человеком, потому что этот поступок, он нечеловеческий. Народу было много, среди них были дети и беременные. Люди начали, конечно, естественно, все испугались, стрельба на улице, крик, шум. Но батюшки как могли среди нас успокоили. У него глаза были ненормальные, неестественные, по нашим всем данным. Ну, я сама медик, он, по-моему, был невменяемый какой-то. Он стоял у ворот храма, тут лежали женщины, и сбоку выскочил парень молодой. Он набросился, хотел его разоружить, у него ничего не получилось. И он выстрелил в него, почему-то как-то с 3-4 метров он не попал. Понимая, что будет второй выстрел, я крикнул, пытаясь его отвлечь, стреляя в меня, и он в этот момент выстрелил. Бойцы Росгвардии уничтожили преступника. Это 22-летний местный житель. При нем нашли охотничье ружье, патроны и нож. У терроризма нет национальности, нет религии. Мы в Дагестане, как мусульмане, так и христиане, давно, многие века живем в мире и согласии. У нас с христианством очень много нравственных общих ценностей. Даже вот в Дагестане строится духовный центр, духовно-просветительский центр имени пророка Иисы, Иисуса, мир ему. Информация о трагедии в Кизляре мгновенно разнеслась по всему Дагестану. Социальные сети буквально кишат различными мнениями о причинах возникновения теракта. Что это? Межнациональная рознь, терроризм или фанатизм? И когда этому придет конец? По тем обсуждениям, комментариям, которые были в социальных сетях, понятно было одно, что это очередная провокация, что определенные люди опять хотят натравить христиан против мусульман. Эта трагедия не касается родных, не касается жителей Кизляра, касается жителей всего Дагестана. Мы сделаем, иншаллах, чтобы таких людей в нашем обществе не было. Просим Всевышнего, чтобы Он дал максимум терпения для близких людей, у кого потеряли. Надо отдать должное как раз религиозным лидерам Дагестана разных конфессий, которые, объединившись, совместно однозначно осудили то, что произошло в Кизляре, успокоили людей. И мне кажется, что это как раз показало о том, что вне зависимости от национальности, вне зависимости от конфессии, народы, проживающие в республике, все-таки едины. У нас в Республике Дагестан сложились очень теплые, дружественные отношения благодаря во многом именно муфтию Республики Ахмад Хаджи, который проявляет очень деятельное участие и отзывается на
то, что к нему обращаюсь и я, как епископ, да, чтобы он поддержал наши мероприятия, обращается также иудейская община, да, и мы совместно, вот 3 конфессии, православные, мусульмане, иудеи, проводим очень много мероприятий. Оля, мама. Все, мама, все. Вот так вот. Покажи. Чуть-чуть, мама, немножечко. Диагноз у нас пулезный эпидермолиз. Очень тяжелое генетическое заболевание. Вот мы можем взять просто аккуратно за руку ребенка, просто не подумав, да, спонтанно взять ее за руку, а вместе с тем мы просто можем надавить на эту же кожу, да, и там образуется пузырь. И, естественно, пузырь лопнет, и там остается эрозия, которую мы лечим, да, лечим просто всякими медицинскими средствами, накладками. Это все германское, все привозное. Давай, ушко намажу, давай. Намажу ушко. Какое у нас ушко болит, да? Тут это не одна рана, и порой бывают ранены такие участки, где просто ничего не положишь, никакой накладки, ничего ты не сможешь сделать. Ребенок просто может проснуться утром и просто мне очень тяжело бывает оторвать его от простыни. Физически это боль, это очень больно. Ежегодно мы ездим в Москву, проводим все необходимые мероприятия, обследуем ребеночка, назначают лечение. И, следовательно, мы возвращаемся обратно в Дагестан, где, к сожалению, нет таких центров, нет таких специалистов, куда бы мы могли обратиться за помощью. То есть о наших детях не знает никто. Родители обратились к нам, чтобы мы посодействовали встрече с муфти Дагестана. И буквально на следующий день, узнав о том, что есть такие дети, то что родители обратились в фонд, чтобы мы посодействовали, муфти не стал откладывать это на долгий ящик, и в ближайшее время организовали для них встречу, где родители получили ту надежду, за которой они пришли. Локти, колени, которые вообще по полгода не заживают. Ребенок встать с постели не может, повернуться не может. Они не могут выйти на улицу, потому что на них показывают пальцем. Помогает не богатый человек, а помогает именно человек доброй души. И в начале каждого благого дела стоит желание оказания помощи, желание помочь. Задачей нашего фонда является не просто оказание адресной помощи, а именно создание условий, при которых число нуждающихся людей будет становиться меньше. Желание муфти Республики Дагестан оказывать помощь именно тем тяжелым, нуждающимся семьям послужило причиной создания такого фонда. Потому что такие семьи ежедневно, мы знаем, что сотнями приходят к нему. Каждый из них рассказывает о своей проблеме. Фонд реализовывает многие программы оказания медицинской помощи, помощь для глухонемых. Скажи еще раз. Молодец. То есть карта определенной территории, правильно? Эти дети у нас особенные. Особенно в том плане, то, что эти дети, они очень талантливо развитые дети. И цель этого центра для того, чтобы подготовить профессионалов, которые смогут, выйдя из этого центра, самореализоваться, смогут преподавать. Муфти, он всегда заглядывает вперед. И его цель — это не дать рыбу, а дать удочку для того, чтобы эти дети могли сами поймать эту рыбу. Они хотят знать о вере, о религии, о мире, который их окружает. И этот центр позволит им именно приобрести религиозное образование и светское образование.
Муфти Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди уделяет особенное внимание каждому человеку, который обращается к нему. Он выслушивает каждого. Он понимает проблему каждого человека и всячески старается решить проблему. И, конечно, особое внимание муфти республики уделяет именно детям, которые остались без попечения своих родителей, детям-сиротам. И скажу более, муфти республики отдают часть своей зарплаты именно для нуждающихся благотворительного фонда «Инсан». Они не сироты, у них есть мы. Пока мы живые, зачем мы должны их называть сиротами? Я думаю, муфти видит основную задачу фонда «Инсан» – это не сломать надежду того, кто, надеясь на помощь, обращается к нему. Чтобы он мог им помочь хотя бы чем-то малым, но не сказать им «нет», что мы не можем вам помочь. Дети это очень тяжелые. Вот у меня питанечка рядом. Мне с тем материалом, что я могу закупить за месяц, и ни ее пенсии, ни там каких-то дополнительных средств, которыми нам помогают родные и близкие, нам не хватает. Муфти выслушал всех мам, позицию мам, чего мы хотим, как мы видим помощь нашим детям. Сказал, что не оставит без внимания наших детей. Идем, мы тебе будущую твою покажем больницу. Проходи. Здесь будет УЗИ-кабинет. Эти мастера. Здравствуйте. Какие вообще кабинеты планируются в этом здании? Здесь будут, здесь будет лаборатория, терапия, УЗИ-кабинет и уже все другие, все те специалисты, которые именно необходимы для ваших детей. Они пришли к нам за надеждой, и муфти им дал эту надежду, в которой они так нуждались. И эти дети получили очень много радости, услышав об этой новости. Я всегда говорю и горжусь этим, тем, что я говорю. Мы, дагестанцы, у нас дом один, у нас проблема одна. И здесь нету таких различий. Эти дети, наши дети. В Дагестане убит духовный лидер мусульман республики шейх Саид Афанди. В его дом под видом паломницы проникла террористка-смертница и взорвала бомбу. Как таковой, как охраны, металлоискателя, обыск людей, такого не было. То есть шейх был недоволен этим. Он каждый раз, когда поднимался этот вопрос, он препятствовал этому. Очередная партия, когда накопилась, мы их завели внутрь. Моя цель была обратно вернуться сюда, чтобы, если кто-то еще пришел, чтобы он повременил, подождал до следующей группы. И в этот момент прогремел хлопок, прогремел взрыв. Сразу же выбежав, забегаем, конечно, в комнату, да, чтобы проверить, все ли там в порядке. Но в мыслях казалось, что это не здесь произошло. И внутри уже такая картина, которая уже сразу непонятно было, естественно. Картина была ужасающая. Сюда приходили и представители власти, приходили и алимы, ученые исламские. Для них двери были всегда открыты, и вот эта комната была общая для всех. Отношение, подход одинаковый. И это могут подтвердить все, кто сюда приходил, кто общался с ним, кто встречался.
Это было такая, как бы, истинное исламское равенство. Гнев, он, естественно, он достигал до разных точек. То есть разные мысли человеку в голову приходили. Внутри все, конечно же, переворачивалось. Хотелось, конечно же, сделать что-то, чтобы, как говорится, было по справедливости, чтобы те люди, которые на это пошли, чтобы они сполна получили. В селении Черкей почтить память Саида Ацаева, которого называли духовным лидером мусульман Дагестана и который пал от руки смертницы, уже приехали десятки тысяч человек. В доме, где накануне Саид Афанди принимал паломников, не толкнуться, семье погибшего выражают соболезнования. Очень много известных ученых-алимов в течение определенного времени были убиты. Более 50 имен зафиксированы и знают алимов, которых потеряли. И потом мы теряем самого известного ученого-богослова, самого авторитетного шейха Нахшибандийского шазилийского тариката, шейха Саида Афанди, духовного наставника муфтия Республики Дагестан и многих других ученых-алимов, такие как Курам Мухаммад Хаджи. После ночного намаза вышли, как обычно, после салавата. Проехали несколько сот метров, он потом необычно начал читать суру Ясин. Это сура, которая читается, когда усопшие на похоронах. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ясин. Вал-Кур'анил хаким. Иннака ламинал мурсалин. Аля сиратин мустаким. Я думаю, он, может, предчувствовал и необычно читал спеша эту суру. Суру Ясин. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان. И доезжая до его дома, как раз произошло это. Когда мы потеряли очередного алима, близкого отцу человека, он говорил, мы будем наших погибших хоронить, но не будем отвечать на насилие насилием. Вот этот, он уже вложил в сердца людей. Любая спичинка – это большой пожар, и поэтому очень осторожно, к каждому моменту по-особенному надо подойти. Для меня очень важно было знать позицию муфтия нашей республики, муфтия Ахмад Хаджи, его оценку этого события. Он назвал это убийство попыткой втягивания нашей республики в войну. Надо сделать все возможное для того, чтобы не допустить использования этой трагедии деструктивными силами в разжигании войны на земле Дагестана. И эта его оценка, эта его позиция легла в основу первой проповеди в центральной мечети после убийства Саида Афанди. Мы должны знать, жизнь великих ученых их смертью не заканчивается. Их жизнь продолжается. Их жизнь продолжается во всем том, что они оставили после нас. Жизнь их продолжается в их книгах, которые они оставляют, в их наставлениях, которые у нас, в их образе, которых мы можем любить.
Вы понимаете такое состояние человека, когда, я имею в виду муфти Республики Дагестан, когда он назначает одного из известных ученых-богословов на определенный пост, скажем, имамом, или же заместителем, или же районным имамом, который руководит многими общинами, многими имамами. Через какое-то время этого человека убивают. Каково должно быть состояние муфти Республики Дагестан? Ведь у этого человека, у этого богослова алима есть супруга, есть дети, сыновья взрослые. Есть люди, которые дорожили им, ученики, которые учились у этих богословов. И это состояние муфтия, он по сей день переживает за каждого потерянного ученого алима. Возмущению людей не было предела. Люди просто говорили, как можно сидеть молча после таких событий. Очень было сложно бороться с этими настроениями, и приходилось с различными людьми вести и индивидуальные встречи, что с успехом делал наш муфти на тот период, и удалось успокоить людей. Спустя некоторый период эти люди сами приходили, извинялись за свои эмоции, они осознали, они лишь поздно стали понимать, какие шаги они хотели сделать. Тогда мы, конечно, изо дня в день все больше и больше стали понимать, какую роль сыграла позиция и оценка муфтия тем событиям. У нас есть и прекрасные примеры, которые нам показывают наши дети. В этом пакете находится ежик. Керамический ежик-копилка. Родители купили эту копилку для мальчика. Нажмуддинов Абдулла Исмет Нажмуддинович. Ему было 10 лет. Он собрал небольшую сумму и заболел и умер. Младшим этим по копилке покупали, мы как-то, чтобы там нужно там что-то отложить. И когда он тоже попросил, я сказал, мусульмане не должны, говорю, копить деньги. Он говорит, а почему, говорит? Я говорю, мусульмане живет сегодняшним днем, завтрашний день, если настанет, Аллах дает ему и риск, и пропитание, и все, что ему нужно. Он так подумал, а что делать? А я говорю, можете отложить на хорошие дела. Он говорит, хорошо, говорит, отец, хорошо, говорит, я вот так и делаю. Альхамдулилlah, но по воле Аллаха не успел он передать, но передали, альхамдулилlah. Строительство духовного центра имени пророка Исы, Иисуса, мир ему, было начато по инициативе муфтия Дагестана. Строительство идет на народные средства. Вот эту мечеть нужно было проектировать. Наши дагестанские проектировщики не взялись за это. Мы, говорят, такое огромное сооружение не можем проектировать. Это кто проект делает, меня спрашивает. Хорошо, говорит, мы проект как-нибудь возьмемся, сделаем. Это строить, говорит, у тебя есть возможность? Я говорю, я надеюсь на Всевышнего. И вот вы сами видите, вы сами свидетели. Спонсор этой мечети не будет. Спонсор этой мечети – народ.
Очень много людей поддержали инициативу муфтия Дагестана по строительству духовного центра и захотели принять участие в постройке центра. И оттуда появилась идея с сертификатами, чтобы отметить вклад каждого человека. Больше награды за то, что уже, как сказать, в мечети пророка Мухаммада, именем пророка Мухаммада, чтобы его имя тоже там было, какой-то элемент был, чтобы от него больше награды, я не знаю. У него было, наверное, конечно, желание, цель ее заполнить до конца, но там было, наверное, рублей, может, 50 максимум. А его намерение и его скромные средства, которые он собрал и покинул этот свет, я подумал, ведь все равно этих денег ни на что не хватит. И я решил, что пусть это будет призывом. Несколько монет. Они, может быть, ничего не сделают для этой мечети, там ничего на них не купишь. Давайте сегодня соберем какую-то сумму, неважно сколько, как сподвигнутый призывом этого мальчика, и отдадим на строительство этой мечети, и какой-нибудь элемент назовем в честь этого мальчика. Для меня этот центр в некой степени представляет из себя трамплин к благонравию. Как и любая мечеть, любое медресе, любой духовный центр – это школа благонравия. Ведь все предписания ислама, буквально все предписания ислама нацелены на то, чтобы сделать человека совершеннее духовно. Это и есть то благонравие, о котором наш муфтий очень много говорит и к этому призывает. История этого мальчика, который пожертвовал теми сбережениями, которые были у него, она пример для всех других. Потому что в наше время мы часто видим, что каждый человек, он старается только для себя. И таких примеров мало, но они есть. Идея проведения конкурса «Золотые правила нравственности» принадлежит муфтию. И основная задача – это воспитать в подрастающем поколении благой нрав, то есть научить детей отличать добро от зла. Я от муфтия республики слышал, многие задают, говорят, вопросы, когда закончится эта стройка, когда она будет под ключ сдана и так далее. Муфтий республики говорил, если меня спросить, я бы хотел, говорить, чтобы она еще долго строилась. Почему? Потому что эта стройка на самом деле вокруг себя многих людей объединила и продолжает объединять. Тот, кто искренне будет чувствовать и проявлять свою постоянную нужду в Аллахе, обретет величайшее богатство. Отсутствие нужды в чем или в ком бы то ни было, кроме Всевышнего. Из книги «Благонравие праведников» муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди.